В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Ледоход на реке Лени проходит по территории Иркутской области до границы с Якутией 409 километров. Ледоход ожидается 9 мая. Озвучим актуальную ледовую обстановку. На родине героя Советского Союза Федора Попова зажгли вечный огонь. Участие в торжественной церемонии принял глава Якутии. С медалями домой в Якутске прошла пресс-конференция по итогам первенства России по вольной борьбе среди юниоров. Оперативные группы МЧС России работают в Ленском, Алданском и Амгинском районах. Ледоход на реке Лени проходит по территории Иркутской области до границы с республикой 409 километров. Сам ледоход ожидается 9 мая, у Ленска – 13. На реке Амге активная фаза ледохода проходит по территории Алданского и Амгинского районов. В ближайшие сутки трое ожидается вскрытие реки у села Харбалах Татинского района. Сегодня рабочая группа под председательством первого заместителя председателя правительства Республики Дмитрия Садовникова работала в Амгинском районе. В ходе работы группа вновь проверила ход строительства многоквартирных домов по программе переселения граждан из ветхих аварийных домов. Еще в прошлом году комиссия выявила отставание от установленного графика, задержку строительных работ по МКД. Далее в администрации района прошло совещание по вопросам готовности к безопасному прохождению половодья и готовности к пожароопасному сезону заречных районов. Сегодня пока обстановка такая контролируемая, спокойная. Между тем, все равно вот погодные явления, они могут быть разные. Ждем осадки, похолодания. Ну и, конечно, хотим, чтобы вот эти явления, они не помешали к спокойному прохождению паводковой истории. По докладам районов у нас и проверяющих мы видим, что районы к этому подготовились. Все пункты временного размещения, места отгона скота, они готовы. В Усть-Алданском районе комиссия по чрезвычайным ситуациям завершила проверку 6 населенных пунктов на предмет готовности к весеннему паводку. При чрезвычайных ситуациях подготовлено 11 пунктов временного размещения населения с вместимостью до 360 человек. Для отвода 1772 голов крупного рогатого скота и 1539 голов лошадей также готово 11 пунктов. Со стороны центральной районной больницы непосредственно в зонах подтопления подготовлены врачебные амбулатории и фельдшерские пункты, обеспеченные лекарствами и медикаментами. На усиление работы по медицинской помощи готовы 6 бригад. Все дети будут эвакуированы в ближайшие ПВР, пункты временного размещения. И маломобильные, некоторые наши пациенты, которые имеют инвалидность, тоже мы будем эвакуировать в центральную районную больницу. Беременных женщин тоже мы будем госпитализировать в центральную районную больницу. На сегодняшний день силы и средства у Алданской центральной районной больницы при возникновении чрезвычайной ситуации в весеннее половодье полностью готовы. Глава Якутии Айсан Николаев в рамках рабочей поездки в Мегино-Кангаласский район принял участие в церемонии зажжения вечного огня в селе Мая. Мероприятие, приуроченное к празднованию 81-й годовщины Великой Победы, прошло на обновленной мемориальной площади. Частицу огня в Мегино-Кангаласский район доставили из мемориального комплекса «Вечный огонь» в Якутске. Его зажег ветеран фронтового тыла и труда, награжденный медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 годов Семен Иннокентьевич Находкин. Сегодня мы считаем, что работы окончательно завершены, потому что здесь загорелся вечный огонь. Вечный огонь памяти всех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны на фронтах, памяти тех, кто здесь сражался на трудовом фронте, работал в тылу, памяти всех тех, кто принес нам эту великую победу. Из Мегино-Кангаласского улуса на войну ушло 4128 воинов, и больше половины из них осталось на полях сражений. И мы всегда помним, что именно из этого улуса вышел первый герой Советского Союза из народа Саха Федор Кузьмич Попов. И ему, и всем нашим землякам вот сегодня посвящен этот замечательный комплекс.
81 год назад поезда несли великую победу во все уголки страны. Дань уважения дедам и прадедам мы воздаем сохранением памяти. Через города и поселки Алданского района прошел эшелон победы. К ежегодной гражданско-патриотической акции присоединились сотни жителей. В числе встречающих ретро-поезд были и наши коллеги. Все дальше и дальше уходит в историю победный май 45-го года. В канун Дня Победы особенно глубоко ощущается величие подвига, совершенного советским народом во имя мира и тишины. Сегодня алданцы вновь собрались на железнодорожном вокзале города, чтобы встретить эшелон победы. Атмосфера, душа поет. Конечно, такой праздник великий. Первый раз на этом мероприятии, потому что всегда работаешь, а тут с организацией организовали. Я прям очень рада, что поехала. Все хорошо. На празднике этом я уже не первый раз. Первый раз я посещала здесь с семьей. Сегодня так удалось, что организация организовала, и мы приехали. Настроение отличное. Я люблю этот праздник и считаю, что мы должны своим детям внушить, чтобы помнили и чтили. На перроне звенели песни военных лет, кружился вальс и не иссякали слова благодарности тем, кто в страшные 40-е заплатил за победу огромную цену. К гражданско-патриотической акции, которую проводит компания «Железные дороги Якутии» совместно с администрациями поселений, ежегодно присоединяются сотни алданцев. Уважаемые ветераны, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем 81-ю годовщину нашей великой победы над фашистской нацистской Германией. Наши братья, наши сыновья сегодня также находятся в зоне специальной военной операции, воюют с нацизмом. С нацизмом, который когда-то не додушили наши деды. В 41-м в таких военных поездах отправлялись на фронт отцы, братья, мужья и сыновья, а спустя 4 года победители возвращались домой. Для пассажиров в стилизованном ретро-поезде предусмотрено 2 вагона. В числе путешественников были ветераны тыла, дети войны и близкие участников спецоперации. Подрастающее поколение, дай удачи, более разумно распоряжаться своей судьбой и защищать нашу матушку Родину. Самое главное. Следуя по территории Алданского района, эшелон Победы совершил остановки в поселке Нижний Куранах и городе Томот. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Вся Россия принимает участие в акциях «Окна». Верхневилюйский центр содействия семейному воспитанию имени Ивана Седалищева каждый год украшает окна всех своих зданий на территории. В прошлом году каждое окно показывало хронологию Великой Отечественной войны, ключевые моменты в истории и судьбоносные бои. Сегодня же окна украшены городами-героями, их символами и памятниками. Нужный материал – простая бумага, поэтому не затратное, но очень патриотичное занятие только в пользу. Мы ежегодно участвуем в акции «Окна Победы». Наши воспитателя и дети с большим энтузиазмом ежегодно берутся за эту работу. Для детей важно знать историю нашего Отечества, России. И поэтому во время совместного украшения воспитателя рассказывают нашим детям о войне, об истории. Вот в этом году мы изучили города-герои. В Аймиконе еще не совсем весна, ветрено и сыро, но это не мешает жителям райцентра готовиться к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. Светлана Поцелуева с подробностями. У каждого приближающегося праздника свои приметы. У новогоднего – светящиеся гирлянды, у 8 марта – букеты в руках мужчин, а у Дня Победы – флаги и транспаранты. Районный центр Аймиконья готовится к празднованию 81-й годовщины Великой Победы. На улицах появились баннеры и флаги. Кипит работа на главной площади – площади Победы. Не остаются в стороне и люди серебряного возраста. В Центре общения старшего поколения готовятся к участию в Параде Победы. В нашем Центре общения старшего поколения самородок мы готовимся к 9 мая. Вспоминали, люди рассказывали о своих воспоминаниях, кто как жил.
В основном память о тех, кто наши старые деды, бабушки. Это не просто рукоделие, это воспоминания нашего времени. А в Исснерской библиотеке проходит мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги. Любимые цветы – подснежники. Я сегодня нахожусь вот в библиотеке на мастер-классе. Делаем цветы Победы, учимся. Я очень часто бываю в гостях в библиотеке. Очень мне нравится библиотека наша, Аймиконская. Раньше я с внучкой ходила, а теперь с правнуком буду ходить. Сегодня первый раз я взяла книги для малыша, а сама учусь вот цветы делать. Раньше умела делать, но сейчас я не могу. В руки не так держать. И глаза совсем не видят. Но сегодня делала вот подснежник, цветок наш родной. На парад пойдем, наверное, со цветами. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. С медалями домой в Якутске прошла пресс-конференция по итогам первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Состязания прошли с 1 по 3 мая в Грозном. Участие в нем приняли наши якутские борцы. Так, Виктор Яковлев в весовой категории до 61 килограмма завоевал золото. Первенство в финальной схватке одержал победу со счетом 5-2 над Усманом Индирбаевым из Чеченской Республики. С бронзой на родину вернулись Лев Павлов и Василий Григорьев. А так Витя готовился очень нормально, вот, подвел себя. Но вообще он такой мальчик грамотный. Приятно иметь с ним работу делать. Но я думаю, у него потенциал еще есть. Будем надеяться, что еще более серьезные соревнования он покажет себя. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.